Чтобы обсудить накопившиеся проблемы и планы на текущий год, министр культуры Гудиса Агарба встретился с руководителями государственных библиотек, музеев, театров. Мне хотелось бы более предметно, в рабочем порядке проговорить перспективы нашей работы в нынешнем году. Я хотел бы заслушать руководителей учреждений о результатах работы прошлого года, несмотря на ограничительные меры и то, что практически работа была остановлена. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время ограничительные меры будут определенные послабления, и все же учреждениям культуры будет предоставлена возможность возобновления работы. Мы считаем, что это произойдет в ближайшее время. С учетом этого хотелось бы заслушать руководителей учреждений о сложностях работы, чем Министерство культуры может быть полезно в решении этих вопросов. Первыми рассказали о своей работе и накопившихся проблемах библиотекари. Директор Национальной библиотеки имени Ивана Папаскыры Борис Чулария начал с достижений. В их числе внедрение технологий, оцифровка фонда, подготовка коллекции на книги, которых нет в библиотеке. Вместе с тем Борис Чулария отметил, что и проблем у Национальной библиотеки немало. Если объект был сдан в 2015 году, то есть в сентябре 2015 года, то бюджет, который мы сегодня имеем, бюджет еще 2010 года. А вот представьте себе огромное количество оборудования, оснащения. Ведь там требуются совершенно другие профессии, айтишники. И, знаете, сервер у нас мощный на много терабайтов, который заполнен всего на 4%. У нас огромная возможность в этом плане хотя бы из облака изымать нужные нам коллекции, чтобы вторично за него не платить. Это тоже вопрос, который нужно конкретно говорить. Директор Государственной молодежной библиотеки Юлия Еник отметила, что у них хороший книжный фонд. Посещаемость среди школьников и студентов большая. Еще до введения ограничительных мер молодежь проводила различные встречи. Основной проблемой Юлия Еник отмечает необходимость ремонта. Библиотека сегодня находится на том же уровне, когда я туда пришла работать в первый же день. То есть никакого ремонта, абсолютно ничего не было произведено. Я неоднократно обращалась в нашу инстанцию, в Минкультуры. Но я понимаю проблемы республики, это все понятно. Но молодежь – это кто? Это лучшая часть нашего общества. Она становится такой, которой мы делаем ее взрослые люди, правда же? И вот я считаю, что она должна приходить в такое помещение эстетическое, вообще достойное нашей молодежи. Если возможно, включить в программу ремонт библиотеки. Затем слово взяли работники музеев. Директор Государственного музея боевой славы имени Владислава Ардзенба Мзия Бея сообщила, что если у музея нет проблем с посещаемостью и наполняемостью экспонатами, то часть зданий находится в аварийной ситуации. По ее словам, происходит усадка правого крыла музея, вследствие чего облицовочная плитка отклеилась. Руководство музея безуспешно пыталось устранить проблему своими силами. Необходима просто некая государственная комиссия, которая мы своими силами уже даже своим бюджетом это не осилим. Нужен государственный подход. Это самая большая проблема сейчас для меня, для нашего коллектива, для самого объекта. А все остальное, намеченные нами планы, мы готовы выполнять при условии, что, вот как Юля сказала, если будут нам выплачены те средства, которые мы будем запрашивать вовремя. Затягивание все время было в нашей практике, вы это знаете. Это осложняет нашу деятельность. По словам директора литературно-мемориального дома-музея Дмитрия Гулия Светланы Курсая, за прошедшие годы немало творческих вечеров и встреч было ими организовано. Музей давно нуждается в капитальном ремонте. И даже в период карантина сотрудники приходили в музей, проветривали помещения. Министр культуры Гудиса Агарба отметил, что ремонт дом-музея Дмитрия Гулия должен быть включен в инвестпрограмму, но пока говорить о сроках не приходится. Алика Трапшти, Мургугохи, Абхазское телевидение.